Этот азиз называется Кырк-Азизлер, что в переводе на русский означает 40 святых. По легенде, здесь были убиты 40 братьев, совершавших намаз. Знакомьтесь, это крымчанин Александр Аникин. 20 лет своей жизни он отдал работе в МВД, а выйдя на пенсию, начал путешествовать. И его очень заинтересовала крымская топонимика. Это случилось где-то 10 лет назад, когда мы с женой начали путешествовать по горам, по лесам. И как-то, будучи на каком-то из объектов, жена спросила: расскажи историю этого объекта, что ты знаешь о нем? Я говорю: я ничего не знаю. Я говорю: плохо, чтобы в следующий раз знал. Мне стало стыдно. И при планировании очередного путешествия я уже почитал книги, залез в интернет, уже шел, рассказывал знанием дела. Она говорит: хорошо, а вот как называется вот это урочище или там гора, я не помню, что она спросила. Говорит: я не знаю. Что в следующий раз знал. Достал карты, давай изучать, куда мы идем, как называется урочище, гора, река, потому что до этого вообще ничего не знал. Хорошо, рассказал, к примеру, это Ахая. Говорит: а как переводится? Я не знаю. Что в следующий раз знал. Опять же, словари, уже потом. И как-то это втянулось. Особое отношение у Аникина к крымским азизам. Их он начал изучать год назад. Уверен, эти святые для крымских татар места имеют особую силу. Один раз он даже почувствовал это лично. Сколько раз бывали, и тоже жена подтвердит, он говорит: ты знаешь, такое место, даже уходить отсюда не хочется, какое-то наступает душевное спокойствие. Хотя, как говорится, у нас немножко другой веры, другие убеждения, наступает какое-то душевное спокойствие. Кстати, Азиз Чохрак на Тарханкуте силу действия источника испытал на себе этим летом. У меня началась проблема с глазами. Слезились, чесались, я не знаю, может, это аллергия. Капал разными но ничего не помогало. И этим летом отправились туда, но не с той целью, чтобы там вылечить или что, просто посетить это место, посмотреть. Пришли, думаю, глаза чешутся, думаю, промою этой водой. Промыл глаза и потом поймал себя на мысли на следующий или на третий день, что я перестал капать. То есть у меня как-то куда-то исчезло все симптомы. Александр знает уже около 250 крымских азизов и продолжает их находить и исследовать. Своими открытиями делится в соцсетях, где создал группу «Эй Гузель Крым». Здесь он выкладывает фотографии, координаты святых мест и их историю. Информацию об азизах собирает из книг, интернета и от местных жителей. Азиз – это святое место. Это может быть могила праведника, это может быть могила шахида, это может быть могила целителя, это может быть просто какое-то культовое место, как здесь, пещера какое-то, обладающее особой энергетикой. То есть это место паломничества, иными словами, зиарет. То есть место, куда совершают паломничество. Причисляли к лику святых азизов. Если кто-то увидел на могиле зеленое свечение, он говорил мулле. Мулла посылал свидетеля. Если свидетель действительно тоже наблюдал это свечение, этот человек объявлялся азизом. То бишь вокруг его могилы выстраивался каменный забор, втыкался шест и вешалось зеленый лоскут материи. Изучая историю азизов и топонимику, Александр Аникин выучил уже немало крымско-татарских слов, разговаривать пока не решается, но нередко вступает в перепалки с пользователями соцсетей, которые коверкуют исторические крымские названия, называя, к примеру, гору Бурун-Хая в Албате утюгом.